Приветствую всех зрителей проекта «За порогом». Меня зовут Андрей Кузьмин. И сегодня судьба вновь забросила нас на Юмагузинское водохранилище, плотину которого вы можете видеть за моей спиной. Мы уже были здесь относительно недавно, в апреле, во время весеннего половодья. А сейчас приехали для того, чтобы показать вам зимние красоты нашей любимой речки Белой, красавицы Агидели. Но приехали мы уже под вечер, поэтому все это будет завтра. Сейчас нам нужно немножечко отдохнуть с дороги, подготовиться к завтрашнему дню. Поэтому мы едем на турбазу с таким необычным, на мой взгляд, названием. Называется она «Башкирская деревня». Присоединяйтесь. Турбаза «Башкирская деревня», куда мы приехали по приглашению директора турфирмы «Юлбарс» Марса Хабибуловича Юлбарисова, находится на расстоянии в 260 километров от Уфы, на окраине деревни Верхнебекузино, прямо возле плотины Юмагузинского водохранилища. По традиции скажу несколько слов о том, как сюда добраться. Все просто. Выезжаем из города в южном направлении по трассе Уфа-Оренбург. Доезжаем до Мелеуза, где поворачиваем налево в сторону Нугуша. Перед въездом в поселок Нугуш за автозаправочной станцией поворачиваем направо и через 3 километра еще раз направо. После небольшого хутора Серять дорога выходит на берег Белый, поворачивает налево и выходит к мосту через реку. Переезжаем на противоположный берег, поворачиваем направо, и мы на месте. Не знаю, доводилось ли башкирам исторически жить в таких деревнях, но если доводилось, им крупно повезло. Нам, к примеру, достался вот этот, не побоюсь этого слова, роскошный деревянный дом с огромной просторной гостиной, большим балконом с видом на реку. Ну и посмотрим, что там на втором этаже. Ну, здесь также просторно, все из натурального дерева, такой немножечко охотничий интерьер. 2 спальни, 4 раскладных кожаных дивана. То есть, я думаю, в этом домике совершенно спокойно может разместиться компания из 8, может быть, даже 10 человек. Башкирская деревня – одна из крупнейших турбаз в нашем регионе. На площади 10 тысяч квадратных метров, прямо на берегу никогда не замерзающей реки, расположено более 10 домов исключительно из натурального дерева. Гостиница, двухэтажный комплекс из кафе и большого банкетного зала, позволяющий принимать 80 и 160 гостей соответственно. Автостоянка, мангальные зоны и прочая необходимая инфраструктура. Вместимость домов от 10 до 30 человек, а гостиничные номера рассчитаны на 2- и 3-местное размещение. Одним словом, любая компания здесь легко найдет все, что нужно для комфортного и активного отдыха. Несмотря на то, что телевизор подключен к спутниковому оператору телекарта, нашего любимого телеканала «Живая природа» мы здесь не нашли. Но это не беда, потому что за живой природой здесь можно наблюдать прямо непосредственно из окна. А самая главная фишка этого дома – система отопления. Дом отапливается через баню, которая находится прямо внутри. Таким образом, каменка всегда жарко протоплена и можно париться хоть круглые сутки. Несмотря на прелести теплого и уютного жилища и потрясающую домашнюю кухню,
глядя в окно на окружающую природу, усидеть дома просто невозможно. С утра немного удивляемся показаниям термометра, приближающимся к отметке в минус 30, заводим снегоходы и в путь. Ну вот, как я и обещал, выезжаем на Юмагузинское водохранилище. Правда, чтобы попасть туда, нужно сначала пройти через контрольно-пропускной пункт вон там на горе. Честно говоря, даже не знаю, как эта процедура выглядит, но говорят, что должны пропустить. Здравствуйте! Мы с телеканала ЮТВ снимаем передачу про самую красивую башкирскую природу. Хотим проехать на водохранилище. Что нам для этого нужно? Фамилия, имя, отчество. Всех? Да. Хорошо. Кузьмин Андрей Германович. Ага. Дальше. Потом Юсупов Рамиль Фаритович. Серега, отчество напомни. Анатольевич. Емаев. Емаев Сергей Анатольевич. И до скольки будете? Ой, сложно сказать. Часов, наверное, давайте будем считать до 7, наверное, вот так. То есть мы до темноты снимаем, потом солнце садится, и нам надо вернуться обратно. Ага. Так, приблизительно до 19:00. И подпись поставьте, пожалуйста. Давайте, я за всех распишусь. Все? А вы инструктаж знаете? Ну, нет, давайте выслушаем. Вот инструктаж. Посчитайте. Хозяйственно думайте прежде всего о своей безопасности. Только об этом и думаем. Не собирайтесь группами более 2 человек. Но у нас 3 человека, это ничего? Да, но ближе не ходите. Все, бурите лунки. На расстоянии лунки у нас бурить нечем, поэтому этот пункт мы пропустим. Все есть. Фонарик есть. Специальный практически рыбацкий костюм тоже, можно сказать, есть. Близких предупредили. Все, инструктаж пройден. Телефоны заряжены. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну вот, буквально 5 минут регистрации, и мы уже на льду Юмагузина. Раньше за проезд взимали плату, но сейчас ее отменили, проехать можно совершенно спокойно. Основные посетители водохранилища – это рыбаки. Места здесь очень рыбные, а у нас задачи совершенно другие. Буквально за каждым поворотом реки скрывается какая-нибудь красивая живописная скала. И практически про каждую скалу существует какая-то древняя башкирская легенда. Вот эти самые легенды мы сейчас с вами и поедем собирать. Я уже рассказывал в одном из выпусков об истории строительства Юмагузинского водохранилища, но на всякий случай напомню. Изначально, в начале 80-х годов прошлого века, было принято решение о строительстве Иштугановского водохранилища общим объемом около 3 миллиардов кубических метров, что почти в 3 раза больше существующего. Через несколько лет разработки документации, геологических исследований и подготовительных работ началось активное строительство, которое было заморожено в 1990 году. Немалую роль в этом сыграл протестный общественный резонанс, созданный экологами. Собрания, митинги, сбор подписей против строительства, которое угрожало району экологической катастрофой. Строительство Юмагузинского водохранилища началось в конце 90-х годов прошлого века. Длилось без малого 10 лет и закончилось в 2007 году, сразу же приняв на себя нагрузку от одного из самых сильных за последние годы паводков. Поскольку вдоль акватории практически отсутствуют какие-либо дороги, здесь пока нет никакой инфраструктуры. Добраться выше по долине можно летом по воде, а зимой пешком, на лыжах, ну или, как в нашем случае, на снегоходах.
Первая на нашем пути скала, овеянная легендами, называется Азан-Таш. Легенда гласит, что когда-то путники направлялись в деревню Кутаново, где тогда была мечеть. Я даже слышал, что деревня называлась до этого Мечетлы. Но они не успевали до заката солнца, когда нужно было совершить вечернюю молитву. И тогда они решили подняться наверх и помолились с вершины этой скалы, глядя на восток. А скала с тех пор так и называется — Азан-Таш, камень вечерней молитвы. Если быть более точным, то азан – это не сама молитва, а призыв или приглашение, которое произносит муэдзин с минарета мечети. Предания гласят, что когда пророк Мухаммед созвал своих сподвижников посоветоваться, каким должен быть призыв к молитве, ему предлагали и бить в колокола, и трубить в трубы, и даже разжигать костры. Но такие способы уже существовали у других народов. И когда один из сподвижников пророка рассказал, что во сне ему являлся ангел, научивший словам, призывающим совершить намаз, выяснилось, что подобные сны видели все остальные. Эти слова и вошли в основу азана, который каждый день читают, приглашая на молитву муэдзины по всему миру, обратившись в сторону Мекки. Есть и другая легенда, которая рассказывает о нападении на местные башкирские племена огромного войска. Неподготовленные к внезапной атаке башкирские воины сражались отчаянно, но не могли противостоять многочисленным полчищам неприятеля и рассеялись по окрестным горам и лесам. Тогда один из батыров поднялся на скалу и стал оттуда призывать к молитве. Голос его разносился с высокой скалы далеко по всей округе. На призыв к молитве отовсюду стали приходить люди, из которых батыр собрал новое большое войско и разбил врагов, освободив от захватчиков родную землю. Это место прекрасно знакомо каждому, кто хоть раз сплавлялся по Белой, по знаменитому 59-му всесоюзному маршруту. Когда-то здесь стоял небольшой хутор под названием Сакаска, и место с тех пор так и называют Сакаска. Вот этот вот небольшой остров посередине раньше был полуостровом и отделился от основного берега, когда водохранилище заполнили водой. Прямо за ним начинается подъем в Кутукское урочище к знаменитым Кутукским пещерам. Но это уже совсем другая история. Может быть, опять немного повторюсь, но для любознательных скажу пару слов о технических характеристиках водохранилища. Это достаточно сложное инженерное сооружение, которое призвано решить проблемы защиты городов и других населенных пунктов от наводнения и улучшает водопользование на участке среднего течения реки Белой. Протяженность водохранилища около 57 километров. Объем воды достигает примерно 450 миллионов кубометров в летнюю межень, а во время весеннего половодья увеличивается почти вдвое. Максимальная глубина 50 метров. Основными сооружениями водоема являются каменно-земляная плотина, донный водосброс-водовыпуск, береговой паводковый водосброс и ГЭС с 3 гидроагрегатами общей мощностью 45 мегаватт. Высота плотины 63 метра, длина 605. Ширина гребня составляет 10 метров. Одно из самых красивых и, наверное, мое самое любимое место на Белой. Вот эта огромная монументальная скала называется Муйнакташ. По башкирской легенде ее так назвали в память о погибшей охотничьей собаке по кличке Муйнак. А вот этот вот отдельный останец высотой, наверное, не менее чем 9-этажный дом, туристы называют «чертов палец». Дальше, ниже по течению, идет скала Крейсер. Здесь сходство с военным кораблем совершенно очевидное. В ее основании находится пещера Театральная. Пещера имеет два входа. Она проходит сквозь всю гору и выходит на той стороне массива. Вообще на Белой огромное количество пещер. В одном только Кутукском урочище их не менее 40. В долине реки расположена и известная на весь мир пещера Шульганташ, своды которой скрывают живописные изображения, датированные каменным веком. Единственная на Урале пропасть Кутук-Сумган и такие красивейшие пещеры Кутукского урочища, как Зигзаг, Кутукские 1, 2 и 4. Не говоря уже о десятках и даже сотнях более мелких полостей. Для тех, кто подзабыл уроки географии родного края, напомню, что Белая, или как ее называет местное население Агидель, это крупнейшая река Южного Урала и самый большой приток Камы. Относится к бассейну реки Волги. Протяженность ее составляет 1430 километров, а площадь водосбора – 142 тысячи квадратных километров. Исток находится в Учелинском районе Башкортостана, на восточных склонах хребта Аваляк.
Река насчитывает 12 725 притоков различной протяженности, крупнейшим из которых является река Уфа или Караидель. В верхнем течении Белая перекрыта плотинами Белорецкого пруда и Юмагузинского водохранилища, по которому мы и добрались до еще одной местной достопримечательности. Одна из, пожалуй, самых знаковых и узнаваемых скал на Белой. Так называемая скала вождей или скала с портретами. В интернете можно найти фотографию одного достаточно известного в наше время человека на фоне этой скалы с подписью, что сделана она то ли в Западной, то ли в Восточной Сибири. Опровергаем этот факт. Скала вождей, левый берег реки Белой, Юмагузинское водохранилище, Республика Башкортостан. Известный человек – это, конечно же, наш несгибаемый министр иностранных дел Сергей Лавров, который в далекие 80-е годы тоже сплавлялся по нашей любимой речке на простой резиновой лодке. Время с тех пор усердно поработало над портретами вождей. Сегодня только фантазия может оживить в памяти внешность Фридриха Энгельса, Карл Маркс еле косит полустертым глазом, и только Ленин на их фоне еще держится молодцом. Уж не знаю, есть ли в этом какой-то тайный умысел или нет, но изображения пережили уже почти 4 десятка лет. Создали это монументальное произведение изобразительного искусства в конце 70-х годов прошлого века художники из города Мелеуз Булат и Татьяна Рахимовы. Нам удалось разыскать на безбрежных просторах интернета внука художников Роберта Рахимова. Он рассказал, как делалась эта непростая работа. Нанести такие огромные изображения на скальный рельеф, где выступы породы иногда достигали 4-5 метров, да еще на высоте не менее 9-этажного дома, и все это не в городских, а в полевых условиях, задача, как сказал бы один из персонажей портретов, архисложная. Работали в течение 2 лет, на протяжении всего теплого сезона, с мая по октябрь. Для очистки скалы и выравнивания рельефа применяли даже взрывные работы. Изначально в палаточный лагерь на берегу реки была доставлена тяжелая промышленная лебедка, но из-за сложного рельефа ее не удалось смонтировать в нужном месте, и она до сих пор ржавеет где-то под скалой. В итоге все работы проводились с маленькой самодельной люльки, едва вмещавшей пару человек, которую поднимали сверху вручную через блок, закрепленный на толстом хлысте березового ствола. Помогали художникам близкие, родственники, друзья и даже совсем еще юные тогда дети. Не обошлось и без происшествий. Во время работ брат Татьяны Ивановны, Виктор Иванов, сорвался со скалы и получил серьезные повреждения. Выжить ему удалось только благодаря правильной своевременной помощи и доставке в больницу, организованной силами участников команды. Когда я впервые увидел эти портреты в 1989 году, они выглядели так же свежо, словно на первомайской демонстрации. Много воды утекло с тех пор. Булат Булхакович Рахимов покинул этот мир в 1998 году, а Татьяна Ивановна проживает в Москве и, по словам внука, неохотно вспоминает эпизоды создания этого колоссального творения. Тем не менее, портреты скалы вождей навсегда вошли в историю, и даже когда время сотрет с поверхности последние следы краски, они навечно останутся в рассказах и легендах. Подобно тому, как дошли до нас предания о скалах Азанташ и Муйнакташ, о каменном стоге Кабанташ и десяткам других овеянных легендами скал по берегам вечной реки Агидели. Время нашей передачи, как и снегоходный тур, подходит к концу, но для нас это только начало нового пути. Должен сказать, что в окрестностях Юмагузина просто идеальные условия для катания на снегоходах. Помимо простого маршрута по водохранилищу, доступного для любого новичка, здесь есть прекрасные горы с разнообразным рельефом, которые наверняка придутся по вкусу опытным владельцам горников, и множество знаковых объектов в доступности одного дня. Это и уже неоднократно упомянутое Кутукское урочище, Нугушское водохранилище и каньон Пятилистник, карстовый мост Куперля и Мурадымовское ущелье. Любой из этих объектов можно посетить за один короткий зимний день, если не сидеть дома. И я очень надеюсь, что в скором времени мы сможем показать их в эфире нашего проекта. Ну вот, друзья, и подошел к концу еще один наш снегоходный уикенд. Нам не смог помешать даже 30-градусный мороз. Можно поставить твердую 5 с плюсом.
А мы возвращаемся в уже ставшую родной башкирскую деревню. Приезжайте сюда, главное, не сидите дома, ведь самое интересное всегда ждет нас за порогом. До новых встреч!